В Сыктывкаре прошла лыжня России. В спортивной гонке приняли участие более 5000 человек. Мероприятие организовали сразу на 4 площадках в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, а также на лыжных базах Веждина, Вежве и спортивная за ЖД вокзалом. Как выходили на старты и какие новшества в этом году внесли организаторы, расскажет Наталья Юрина. Лыжня России в этом году проводится в 39-й раз. В большинстве регионов нашей страны спортивная гонка прошла в середине февраля. Однако в республике Коми из-за сильных морозов ее перенесли на последний день зимы. Массовый забег без масс-стартов и регистрации. Зайти в лыжню России сыктывкарцы могли в течение всего дня. Трассы начали готовить за пару дней, до дня X. Были, конечно, определенные сложности, связанные с низкими температурами. Техника, к сожалению, их не выдерживает. Поэтому ратраки, конечно, один не могли завести долго, еще пока сильные морозы. Но в целом трассы сегодня в удовлетворительном состоянии. Каждый выбирал дистанцию по силам. И опытные лыжники, и те, кто только недавно начал ходить на одной линии старта. Лыжня России в этом году объединила семьи, детсады и школы, вузы и организации. Многолетнюю традицию поддержала и семья Варламовых. Глава семейства Алексей играет в футбол. Супруга Анна – профессиональная баскетболистка, выступавшая за Нику. Мы пришли сегодня сюда всей семьей. У нас прекрасное настроение, погода замечательная, солнечная. Мы стараемся участвовать во всех спортивных мероприятиях города, потому что мы сами спортсмены, и к детям прививаем то же самое – любовь к спорту. Мне очень нравится участвовать всяких на лыжах. Я хочу победить. Бежали как классическим, так и коньковым стилем. Стать чемпионом в этом году мог каждый для себя, преодолев дистанцию. Одни демонстрировали технику, не сбавляя скорости на поворотах, другие преодолевали расстояние шаг за шагом. Те, кто помладше, 2 и 3 километра, опытные 10. Основная масса остановилась на отметке 5 километров. Трасса нормальная. Тяжело ехать, устаешь быстро. Мне очень понравилось на лыжне России. Я буду приезжать, стараться, по крайней мере, приезжать сюда каждый год. Меня внук сподвиг. В эти морозы я сильно не бегал. Боюсь, что холодно. А вот с внуком пробежались, отлично. Лыжня России состоялась. На финише каждому участнику вручали памятные сувениры с символикой лыжни России. Параллельно сыктывкарцы смогли посоревноваться и в старинной русской забаве – метании валенок. Самым метким вручили сладкие призы. Наталья Юрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.